Российские власти приостановили реализацию договоренностей, достигнутых вчера между исполняющим обязанности главы правительства Гайдаром и представителями администрации Ингушетии и Чечни об отводе войск от условных границ Чеченской Республики вглубь Ингушетии. По словам представителя правительства, приостановка вызвана тем, что вчера вечером после окончания переговоров в районы, прилежащие к условным границам Чечни и Ингушетии, были подтянуты чеченские вооруженные формирования и бронетехника. Представитель правительства опроверг слухи о якобы уже начавшемся отводе российских войск. Он заявил, что такого приказа войскам не поступало. По его словам, правительство выражает озабоченность также искаженным освещением событий в районах чрезвычайного положения в Северной Осетии и в Ингушетии некоторыми российскими средствами массовой информации. Такого рода информация служит источником для разжигания страстей и не способствует мирному урегулированию проблем. Представитель правительства заявил, что журналисты, распространяющие заведомо ложную информацию, могут быть привлечены к ответственности по закону. Между тем, руководители Временной администрации в зоне конфликта сообщили, что началась работа по подготовке условий для возвращения беженцев, в том числе и ингушей, в пригородный район. Заместитель главы администрации Шойгу заявил, что в нынешней ситуации главная задача администрации – не принять одностороннюю позицию одной из сторон. Проблемами Чечено-Ингушетии в последние дни проблемами Северной Осетии и Ингушетии в последние дни занимался и российский парламент. Временной депутатской комиссии парламента поручено провести работу по наблюдению и по содействию урегулированию в Северной Осетии и в Ингушетии. Отвод российских войск от условной границы Чечни и Ингушетии, практически не начавшись, был сегодня приостановлен. Пресс-бюро российского правительства объяснило это тем, что уже после вчерашних переговоров в Назрани с участием Гайдара к условной границе были подтянуты чеченские вооруженные формирования и даже бронетехника. Сегодня чечен и россиян разделяют местами только 700 метров территории, а вся линия противостояния войск тянется на 3,5 километра. Это данные чеченской разведки, на которые ссылается агентство Интерфакс. Ингушские лидеры сегодня протестовали против политики российского правительства. Они настаивали сегодня на том, что за дни конфликта ингушам нанесен ущерб, измеряемый 200 миллиардов рублей. Информация о якобы начавшемся отводе войск или намерении отводить сейчас войска оказалась ошибочной. Войска прибыли в назначенные места и строго соблюдают, согласно указу президента России, режим чрезвычайного положения. А вот что касается ситуации. Обстановка в том районе, где мы находимся на данный момент, она сложная. Дело в том, что напротив, вот на той стороне, как считает чеченская сторона, что это их территория. И даже мы находимся на чеченской территории. Хотя это вся еще земля российская до сих пор. Обстановка усложняется тем, что особенно в ночное время на позициях воины, которые находятся, подвергаются, не так часто, но идет обстрел с той стороны. На что мы отвечаем тем же. Если видно, что огонь, с той стороны идет к нам на поражение. И в тылу, там, где мы находимся, где мы стоим, в тылу у нас тоже действует банда формирований с ингушской стороны, скорее всего. Вот я не берусь утверждать, что чеченская сторона там засылает лазутчиков своих. А какова реакция вот на эти провокации чеченских представителей? А реакция такая, что здесь есть группа представителей президента Дудаева. Я с ними контактирую здесь. Они принимают все возможное, чтобы с их стороны, ни в тылу у нас, ни спереди не было провокационных действий. Ингушская сторона освободила всех российских заложников. По данным военной разведки, часть ингушских формирований ушла в окрестные леса и в Джейрахское ущелье. Осетины утверждают, что в Джейрахе действует ингушский штаб. По другим данным, туда же в ущелье ушли 30 тысяч беженцев. Это примерно половина ингушского населения Осетии. Сегодня в район из Москвы вылетел Сергей Шахрай, получивший назначение главой Временной администрации на территории Северной Осетии и Ингушетии.
Верховного Совета России встретились с журналистами. Главной, конечно, была проблема осетино-ингушского конфликта. Депутаты заявили, что не снимают с себя ответственности за трагедию двух народов. Я виню и Верховный Совет, и правительство за то, что они не обеспечили выполнение закона репрессивных норм. Не надо свою недоработку перекладывать эту вину перекладывать на нас. Судя по всему, южные границы России из горячей точки превращаются в горячее пространство. Удастся ли заменить язык войны языком дипломатии? Надежда на это остается. Но пока отвод войск от границ Чечни приостановлен. О развитии событий наш корреспондент. Обстановка на территории пригородного района Северной Осетии в городе Владикавказ постепенно стабилизируется, но все еще остается крайне сложной, сообщил корреспонденту ИТАР-ТАСС член Совета безопасности Северо-Осетинской ССР генерал-майор Александр Ходов. В освобожденных от ингушских вооруженных формирований населенных пунктах подразделения оперативной группы внутренних войск, формирования МВД Республиканской гвардии, Народного ополчения и терских казаков обеспечивают режим чрезвычайного положения и комендантского часа. Мобильные подразделения российских внутренних войск продолжают очистку сел пригородного района от разрозненных бандитских группировок. По данным военной разведки, оставшаяся часть ингушских формирований, оснащенных бронетехникой и практически всеми видами вооружения, ушла в окрестные села и горные ущелья. Специально созданные комиссии продолжают работу, связанную с обменом заложников с обеих сторон. На сегодняшний день ингушской стороне возвращено 1248 заложников. Ингуши возвратили 542 представителя осетинской национальности.